произошло в нашей жизни, за Твою славу, за чудо исцеления, которое Ты явил, за силу, которую Ты нам предназначил. И с этой силой мы преодолеваем все трудности, препятствия, противостоим всяким атакам. Мы знаем, что Ты всегда с нами, Ты рядом, и ангелы Твои окружают нас, и кровь Христа покрывает нас и защищает нас от всяких сложных ситуаций. Ты выводишь нас даже тогда, когда кажется, что уже нет надежды. Но мы уповаем на Тебя, и Ты открываешь ту дверь, в которую мы входим, где Твоя благодать и милость Твоя. Благодарим Тебя. И сегодня мы будем читать Псалом 115. «Я веровал и потому говорил. Я сильно сокрушен. Я сказал в опрометчивости моей: всякий человек ложь. Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Чашу спасения приму и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Дорога в очах Господних смерть святых Его. О Господи, я раб Твой и сын рабы Твоей. Ты разрешил узы мои. Тебе принесу жертву хвалы, имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его, во дворах дома Господня посреди Тебя, Иерусалим. Аллилуйя! Мы благодарны Тебе, и мы воздаем Тебе, Господь, всю славу и честь. Мы принимаем чашу спасения, как и написано. Чаша спасения — это то, что мы сейчас принимаем святое причастие. Мы приняли прощение грехов, мы приняли спасение через Иисуса Христа. Мы поверили, единожды мы поверили, однажды, когда прикоснулся к нам, к нашим сердцам, что Иисус умер за нас и взял на себя все наши грехи, все немощи и болезни, удалил все проклятия из нашей жизни. И ранами Иисуса Христа мы исцелены. И мы уповаем на Тебя и принимаем эту чашу спасения. Мы исполняем ту заповедь, которую Ты нам оставил. Но все равно у нас остается этот вопрос: что же мы можем сделать для Тебя? Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Мы всегда удивляемся тому, как Ты сильно благословляешь нас, как Ты хранишь каждого из нас и наших родных. Ты даешь мудрость на каждом шагу. Ты открываешь все двери, в которые мы должны войти, закрываешь те, которые не принадлежат Тебе. Ты держишь крепко нас за руку. Мы благодарны Тебе. И мы задаем всегда этот вопрос: что мы можем сделать для Тебя? Как мы можем послужить Тебе за все благодеяния Твои? Но Твоя любовь совершенно и бесконечна. Она не зависит от того, какие мы. Ты любишь абсолютной любовью. И поэтому мы можем лишь только прославлять Тебя. Мы знаем, что все, что мы имеем, и даже дыхание жизни Ты даешь. Мы обеты воздаем Господу. Обет наш — это то, что мы веруем в Иисуса Христа и поклоняемся Ему, и провозглашаем смерть Его, принимая святое причастие, доколе Он придет за Своей святой церкви. Ты Господь, Ты Бог, Ты великий Бог, Творец, и Ты наш Отец. Ты такой близкий. Ты любишь, и Ты учишь нас любить. Мы Твои рабы, но рабы не в том плане, как люди понимают. Мы Твои дети, но в поклонении, в том, что мы полностью Тебе принадлежим. Мы можем сказать и присоединиться к псалмопевцу и сказать: да, мы рабы Твои, и Ты разрешил узы наши. Когда мы были в трудностях, когда мы были в проблемах, когда мы нуждались в исцелении. И поэтому сегодня мы приносим Тебе жертву хвалы. И имя Твое призываем, имя Господа Иисуса Христа. И мы приносим Тебе все обеты. У нас есть что сказать Тебе. У нас есть какие-то важные дела, но мы их оставляем.
Мы всегда ставим Тебя на первый план. Мы помним об этом, что Ты, Господь, Бог. И Ты, Господь, только Ты можешь благословить нас, защитить и сохранить. Во дворах Дома Господня посреди Тебя Иерусалим. Мы радуемся и превозносим Твое святое имя. Аллилуйя! Слава Господу! Аминь.